Это «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц. Теперь они могут пройти простую процедуру банкротства в МФЦ. Такая возможность пригодится людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, у которых нет денег погашать долги или оплачивать работу управляющего. И об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это руководитель МФЦ Республики Таисия Батуева. Таисия Львовна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну и в начале беседы, наверное, чтобы было понятно, о чем мы говорим, что имеется в виду под внесудебным банкротством гражданина. Добрый день. Само понятие банкротства– это невозможность человека оплатить по своим долгам, его платежеспособность. Сама по себе эта процедура абсолютно не постыдна, не позорна. Она может возникнуть в связи с некой тяжелой жизненной ситуацией человека. Например, потеря работы, болезнь, смерть близких. И данная процедура регулируется отдельным федеральным законом. Есть такой федеральный закон о несостоятельности и банкротстве. Ранее в нем, как было уже упомянуто вами, действительно была процедура судебного банкротства. Она была платная и достаточно долгая по времени. И вот с 1 сентября 2020 года в федеральный закон внесены изменения, и появилась у граждан в более упрощенной схеме бесплатно через центры «Мои документы» по всей Российской Федерации инициировать процедуру внесудебного банкротства. Ну а кто может подать заявление на внесудебное банкротство? Любой желающий или все-таки есть какие-то ограничения по этой процедуре? Да, с заявлением о внесудебном банкротстве может обратиться гражданин Российской Федерации. То есть первый критерий– это наличие гражданства России. Второй критерий– он обращается в центры «Мои документы» при наличии прописки. То есть должна быть прописка по месту жительства, либо по месту пребывания. Следующий критерий – это сама сумма задолженности. Она должна превышать 50 тысяч рублей, но быть не более 500 тысяч рублей. Если сумма общей задолженности у гражданина превышает вот эти 500 тысяч рублей, то он обращается уже в порядке только судебного банкротства. И следующий важный критерий, основной, в отношении данного гражданина должно быть уже завершено исполнительное производство по причине отсутствия у него имущества, на которое может быть обращено взыскание. То есть простыми словами, кредиторы по данному гражданину уже подали в суд, суд вынес определение, что человек должен погасить свою задолженность. Это определение было передано к судебным приставам, которые провели необходимые процедуры и сказали, что у человека уже нет никакого имущества, и он действительно не платежеспособен. Но если по сумме понятно, не более полумиллиона, то все-таки какие именно долги могут списать в рамках внесудебного банкротства? Для расчета общей суммы по этим критериям, о которых мы говорим, более 50 тысяч, но не более полумиллиона, 500 тысяч рублей, в заявлении гражданин может указать все свои задолженности. Как правило, это связано с какими-то гражданско-правовыми обязательствами. Чаще всего это задолженность по кредитным договорам, по займам, договоры поручительства. Для расчета общей суммы также туда могут быть включены задолженности и по алиментам, по налогам, сборам и иным обязательным платежам, по возмещению вреда, например, по выплате заработной платы и выходного пособия, если речь идет о физических лицах, которые являются индивидуальными предпринимателями. Человек самостоятельно указывает всех своих кредиторов и структуру своей задолженности в заявлении. А как происходит все-таки эта процедура внесудебного банкротства? Если человек определил, что он подходит по этим критериям, коротко еще раз акцентирую, это гражданин Российской Федерации, который обращается по месту жительства или по месту пребывания, сумма его общей задолженности варьируется от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, и по нему завершено уже исполнительное производство ввиду отсутствия у него имущества, которое может быть реализовано в счет погашения задолженности, то он обращается в центр «Мои документы».
заявлением. Еще раз подчеркну, что заявление установленной формы, оно есть доступно, конечно, в сети интернет. Для удобства наших заявителей мы его разместили на своем сайте www.mfckh.ru, раздел «Внесудебное банкротство». Человек собственноручно заполняет это заявление, указывает весь список кредиторов. Далее специалисты Центра «Мои документы» в течение 3 рабочих дней осуществляют проверку по базе судебных приставов на соответствие этих критериям. И мы включаем сведения о данном гражданине уже в единый федеральный реестр сведений о банкротстве, так называемый ЕФРСБ. Это специальная система, общедоступные сведения которой размещены в сети интернет по адресу bankrot.fedresource.ru. И далее уже отсчитывается вот этот 6-месячный срок, ровно 6 месяцев на прохождение процедуры внесудебного банкротства. Здесь есть нюансы. Если в течение этих 6 месяцев у человека улучшилось его положение, например, он получил наследство или по договору дарения какое-то имущество, появились источники дохода, он обязан сообщить в Центр «Мои документы» в течение 5 рабочих дней, и данная процедура в отношении его завершается. При кажущихся сплошных плюсах процедуры внесудебного банкротства вроде бы был должен, а тут резко все долги списали. Все-таки чем чревата для гражданина данная процедура? Какие последствия его ждут? Безусловно, данная процедура прохождение данной процедуры накладывает на гражданина определенные ограничения и требования. Во-первых, стоит упомянуть, что все долги списываются. Несмотря на то, что они включаются в расчет вот этой долговой суммы, если по-простому сказать для людей, да, то при признании его банкротом не списываются такие долги, как алименты, задолженность по возмещению вреда и жизни, здоровью человека, задолженность по причинению ущерба, убытков, которая была произведена злоумышленно или по грубой неосторожности. Ряд ограничений каких? Во-первых, человек в течение 5 лет после того, как его признали банкротом, если он будет оформлять новый кредит или займ, он обязательно должен показать своему кредитору, что он уже был банкротом. Дальше гражданин не имеет права занимать в течение определенного периода времени должности в управлении юридических лиц, запрет на должности в управлении кредитной организации, страховых, микрофинансовых организаций. И также стоит упомянуть, что данную процедуру человек может проходить не чаще 1 раза в 10 лет. Вот если человек решил все-таки подать на эту процедуру внесудебного банкротства, собрал все необходимые документы и написал заявление, но ему отказали, что делать в таком случае? Если человеку отказали, он может выждать 1 месяц. То есть, как правило, отказ осуществляется, если не соответствует каким-то критериям. Возможно, еще не завершено исполнительное производство, то, что мы проверяем, Центр «Мои документы» проверяет по базе судебных приставов. Тогда он может обратиться через месяц, то есть подождать и обратиться повторно. А в какие офисы Центра «Мои документы» граждане могут обратиться за получением этой услуги? Заявление о начале внесудебного банкротства граждане могут подать в городе Якутске в 2 наших крупных офиса. Это расположенных по адресам улица Амосова, 18 и Лермонтова, 123. А в районных отделениях принимают все наши офисы. Вся информация для удобства наших граждан размещена на нашем сайте. Повторю его адрес www.mfckh.ru, раздел «Внесудебное банкротство». Прием мы осуществляем по предварительной записи. Но если обратиться к цифрам, то скажите, насколько услуга по внесудебному банкротству востребована у жителей нашей республики, сколько было принято заявлений с 1 сентября прошлого года и сколько таких дел было доведено до логичного завершения, сколько человек стали банкротами официально? С начала приема этих заявлений, с 1 сентября 2020 года, приняли 24 заявления. Из них 9 были возвращены ввиду несоответствия критериям. По 15 начата эта процедура по внесудебному банкротству. И первое завершение этой процедуры мы ожидаем уже 11 марта.
Таисия Львовна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». На том, как проходит процедура внесудебного банкротства, нам рассказала руководитель МФЦ Республики Таисия Батуева. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. Не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.